В декабре 1982 года, когда следователи КГБ вскрыли личный сейф Султана Ибраимова в его кабинете на площади Ала-То, они обнаружили нечто, чего там быть не должно было никогда. Стенограмма телефонного разговора с Москвой, помеченная грифом «Совершенно секретно», датированная 23 августа того же года. В этом документе, напечатанном на тонкой папиросной бумаге с водяными знаками ЦК КПСС, зафиксированы слова, которые не должны были покинуть стены Кремля. Но самое странное, последние 3 страницы этой стенограммы отсутствовали, словно кто-то вырвал их прямо перед тем, как запечатать сейф. Кто изъял эти страницы? Что именно было сказано в те последние минуты разговора, когда, по свидетельству операторов связи, голос Ибраимова перешел на повышенные тона, а линия внезапно оборвалась? И почему через 48 часов после этого разговора Султан Ибраимов скончался при обстоятельствах, которые до сих пор вызывают вопросы у историков и медицинских экспертов? Сегодня мы впервые публично раскрываем содержание тех страниц, которые Москва пыталась стереть из истории. Чтобы понять масштаб того, что произошло в августе 82-го, нужно вернуться на несколько лет назад, в 1978 год, когда Султан Ибраимов только занял пост первого секретаря Компартии Киргизской ССР. Это был человек, который пришел к власти не по московской протекции, а благодаря реальному авторитету среди народа и партийной номенклатуры республики. Его предшественник, Турдакун Усубалиев, правил 24 года и превратил Киргизию в образцовую советскую республику, послушную, тихую, управляемую из центра. Но Ибраимов был другим. С первых дней своего правления он начал делать то, что в Москве называли опасным национализмом, а в Бишкеке — защитой интересов республики. Он требовал увеличения доли Киргизии в союзном бюджете, настаивал на том, чтобы прибыль от добычи золота, урана и редкоземельных металлов оставалась в республике, а не уходила в московские закрома. Представьте себе, в 1979 году Киргизия добыла 23 тонны золота, но в республиканский бюджет поступило только 7% от его стоимости. Остальное ушло в Москву. Средняя зарплата киргизского шахтера на Кумторе составляла 120 рублей в месяц, в то время как стоимость 1 килограмма добытого им золота превышала 20 тысяч рублей. Ибраимов открыто говорил об этом на заседаниях ЦК, и это не могло остаться без последствий. Но экономические разногласия были лишь верхушкой айсберга. Настоящий конфликт начался, когда Москва решила превратить Иссык-Куль в закрытую военную зону для испытаний торпед и подводного оружия. План был грандиозным — выселить тысячи семей с побережья, построить секретную военно-морскую базу, превратить священное для киргизов озеро в полигон. Когда проект попал на стол Ибраимова весной 82 года, он сделал то, чего от него никто не ожидал. Отказался подписывать документы. Более того, он созвал экстренное заседание республиканского ЦК и заявил, что Иссык-Куль — это не просто озеро, это сердце киргизского народа, его духовная родина, место, где похоронены предки. Вы можете забрать наше золото, вы можете диктовать нам экономическую политику, но вы не заберете у нас нашу душу. Эти слова Ибраимова были записаны в протоколе заседания, и копия этого протокола каким-то образом попала в Москву. Уже на следующий день. Кто слил информацию? В окружении Ибраимова был человек, которого он считал своим ближайшим соратником, своим другом. Человек, с которым он делился самыми сокровенными мыслями. Этого человека звали Апаз Джумагулов, второй секретарь ЦК Компартии Киргизии, курировавший идеологию и связи с Москвой. Внешне он был образцом лояльности, всегда рядом с Ибраимовым на трибунах, всегда первым аплодировал его речам, всегда защищал его решения перед московскими эмиссарами. Но в архивах КГБ, рассекреченных много лет спустя, обнаружились донесения, подписанные кодовым именем Алатау. Этот агент регулярно информировал Москву о настроениях Ибраимова, о его планах, о его критических высказываниях в адрес центральной власти. И почерк в этих донесениях, как установили эксперты, совпадал с почерком Апаса Джумагулова. Летом 82 года напряжение достигло критической точки. Леонид Брежнев, генеральный секретарь ЦК КПСС, самый могущественный человек в Советском Союзе,
лично вызвал Ибраимова в Москву. Это была не просьба, это был приказ. 20 августа Ибраимов прилетел в столицу и провел в Кремле почти 6 часов. О чем они говорили за закрытыми дверями, не знает никто. Протокол той встречи до сих пор засекречен. Но когда Ибраимов вышел из кабинета Брежнева, его лицо, по словам сопровождавших, было бледным, а руки слегка дрожали. Он не сказал ни слова своим помощникам, сел в машину и потребовал немедленно отвезти его в аэропорт. В самолете обратно в Фрунзе он не разговаривал, не ел, только смотрел в иллюминатор, и те, кто летел с ним, говорили потом, что никогда не видели его таким, словно он уже знал, что произошло нечто непоправимое. На следующий день, 21 августа, Ибраимов вернулся к работе. На что-то изменилось. Он стал более замкнутым, чаще задерживался в кабинете допоздна, а его охрана заметила странную деталь. Он начал проверять свою еду и воду, чего никогда не делал раньше. Что ему сказали в Москве? Какую угрозу он услышал из уст самого Брежнева? И почему человек, который всю жизнь не боялся ничего, вдруг начал бояться за свою жизнь? 23 августа, ровно в 11 часов утра по московскому времени, в кабинет султана Ибраимова позвонил телефон. Не обычный городской, а красный аппарат ВЧ-связи, который соединял его напрямую с Кремлем. Секретарь Ибраимова, женщина по имени Гульнара Токтагулова, работавшая с ним уже 8 лет, вспоминала этот момент до мельчайших подробностей. Она сидела в приёмной, когда услышала резкий звонок, не обычную трель, а короткие настойчивые гудки, которые означали, что звонит Москва. Ибраимов взял трубку сам, не попросив её выйти, как обычно делал при важных разговорах. Первые минуты он слушал молча, только кивал, хотя собеседник его не видел. Потом его голос стал громче, и Гульнара, даже сквозь толстую дубовую дверь, услышала фразу, которую запомнила на всю жизнь. «Я вам не кукла, которую можно дергать за веревочки». Это было сказано по-русски, четко, громко, с такой силой, что секретарша вздрогнула. Потом наступила тишина. Долгая, тягостная. А затем Ибраимов произнес еще что-то, но уже тише, и разобрать слова было невозможно. Разговор длился по ее подсчетам около 20 минут, после чего дверь кабинета распахнулась, и Ибраимов вышел, держась за косяк. Лицо его было красным, на лбу выступил пот, дыхание было тяжелым. «Вызовите врача», — сказал он и вернулся в кабинет. Гульнара бросилась к телефону, но не успела набрать номер. Ибраимов крикнул из кабинета: «Не надо, это пройдет. Но не прошло. Через 2 дня его не стало. Что произошло в те 20 минут разговора? Кто был на другом конце провода? Сам Брежнев или кто-то из его ближайшего окружения? И что именно было сказано Ибраимову, что вызвало у него такую реакцию? Не просто гнев, а физическое недомогание, которое стало прологом к трагическому финалу. Для того, чтобы ответить на эти вопросы, нужно понять, что стояло на кону в том разговоре. Москва не просто хотела построить военную базу на Иссык-Куле. Она хотела сломать Ибраимова, показать ему и всей республике, кто здесь главный. Это была проверка на лояльность, последний шанс подчиниться. И Ибраимов этот шанс не использовал. Он сказал «нет» самому могущественному человеку в стране, и это «нет» стоило ему жизни. Но было ли это убийство или просто трагическое совпадение? Медицинское заключение о смерти Ибраимова гласило «острая сердечная недостаточность». Но врачи, которые наблюдали его последние годы, утверждали, что сердце у него было здоровым. Более того, за месяц до смерти он проходил плановую диспансеризацию в Москве, и все анализы были в норме. Так что же произошло? Почему здоровый 52-летний мужчина внезапно умер через 2 дня после конфликтного разговора с Кремлем? Существует версия, которую до сих пор обсуждают историки и бывшие сотрудники КГБ. Версия о том, что Ибраимов был отравлен. Не грубо, не явно, а тонко, профессионально, так, чтобы смерть выглядела естественной. В архивах спецслужб есть документы о существовании в те годы специальных ядов, которые вызывали симптомы сердечного приступа и не оставляли следов при обычной экспертизе.
Один из таких препаратов назывался «вещество номер 17» и был разработан в лаборатории КГБ в Москве. Он действовал не сразу, а через 48-72 часа после введения, что делало невозможным установление связи между отравлением и смертью. Мог ли Ибраимов быть отравлен этим веществом? Мог ли кто-то из его окружения, возможно, тот самый Алатау, подмешать яд в его еду или питье? Прямых доказательств нет, но косвенные улики заставляют задуматься. Во-первых, тело Ибраимова было кремировано очень быстро, буквально через день после смерти, что было необычно для того времени и для человека его статуса. Обычно партийных лидеров хоронили с почестями, тело выставляли для прощания, проводили государственные похороны. Но в случае Ибраимова все произошло стремительно и тихо. Во-вторых, вскрытие проводилось не местными патологоанатомами, а специальной комиссией из Москвы, которая прилетела в тот же день. И в-третьих, все медицинские документы, связанные с его смертью, были засекречены и до сих пор недоступны исследователям. Но вернемся к тому разговору 23 августа. Что именно требовала от Ибраимова Москва? Согласно свидетельствам людей, близких к нему, ему был поставлен ультиматум. Либо он публично поддерживает проект военной базы на Иссык-Куле и берет на себя ответственность за выселение местного населения, либо его снимают с должности и отправляют на пенсию с формулировкой «по состоянию здоровья». Третьего варианта не было, но Ибраимов выбрал третий вариант. Он отказался и от того, и от другого. Он сказал, что не подпишет документы о выселении, не будет участвовать в уничтожении киргизской культуры и готов уйти в отставку, но только с публичным объяснением причин. А это было неприемлемо для Москвы. Публичная отставка с объяснением причин означала бы скандал, огласку, возможное волнение в республике. Поэтому был выбран другой путь. Путь, который не оставлял следов и вопросов. Ибраимов должен был умереть тихо, от естественных причин, и его смерть должна была стать предупреждением для всех остальных республиканских лидеров: не смейте идти против Москвы. 25 августа 1982 года, ранним утром, Султан Ибраимов не вышел из своей спальни. Его жена Бурул забеспокоилась и вошла в комнату. Он лежал на кровати, глаза были открыты, но он не реагировал на ее голос. Она закричала. Прибежала охрана, вызвали врачей. Но было уже поздно. Официальное время смерти — 6 часов 20 минут утра. Причина — острая сердечная недостаточность. Но те, кто видел его тело, говорили о странных деталях. Синюшность губ, расширенные зрачки, следы рвоты на подушке — все это не характерно для обычного сердечного приступа. Это симптомы отравления. Но никто не посмел задать вопросы. Москва прислала соболезнования, назвала Ибраимова верным ленинцем и пламенным коммунистом, наградила посмертно орденом. И закрыла тему. Навсегда. Или почти навсегда. Потому что спустя годы, когда Советский Союз рухнул и архивы начали открываться, появились документы, которые проливали свет на ту историю. Один из них — записка из КГБ в ЦК КПСС, датированная 24 августа 1982 года, за день до смерти Ибраимова. В ней говорилось: «Вопрос с первым секретарем Киргизской ССР будет решен в ближайшее время. Рекомендуем подготовить кандидатуру на замещение должности». Как КГБ мог знать, что Ибраимов умрет на следующий день, если официально он был здоров? Это был прогноз или план? И кто подписал эту записку? Подпись неразборчива, но эксперты утверждают, что это почерк Юрия Андропова, тогдашнего председателя КГБ, человека, который через несколько месяцев станет генеральным секретарем ЦК КПСС после смерти Брежнева. Получается, что судьба Ибраимова была решена на самом верху, и его смерть была не случайностью, а спланированной операцией. Но самое интересное — это то, что произошло после его смерти. Апаз Джумагулов, тот самый верный соратник, который, возможно, был агентом Алатау, занял пост первого секретаря ЦК Компартии Киргизии. Он правил республикой следующие 3 года и за это время полностью изменил курс, взятый Ибраимовым. Проект военной базы на Иссык-Куле был одобрен, выселение началось,
Экономическая политика стала еще более зависимой от Москвы. Джумагулов получил звание Героя социалистического труда и несколько орденов. Он умер в 1993 году в своей постели, в окружении семьи, богатым и уважаемым человеком. Справедливо ли это? Может ли предатель жить долго и счастливо, в то время как герой умирает в расцвете сил? История знает много таких примеров, и случай Ибраимова — один из них. Сегодня, спустя более 40 лет после тех событий, имя султана Ибраимова произносят с уважением и болью. Он стал символом сопротивления, символом национального достоинства, человеком, который не согнулся перед империей. Но его история — это не только история героизма. Это история о цене, которую приходится платить за принципы. Это история о том, как система уничтожает тех, кто осмеливается ей противостоять. И это история о том, что правда, какой бы страшной она ни была, рано или поздно выходит наружу. Те 3 страницы стенограммы, которые исчезли из сейфа Ибраимова, так и не были найдены. Но люди, которые знают, что там было написано, еще живы. И некоторые из них готовы говорить. В следующей части нашего расследования мы впервые представим интервью с человеком, который был в тот день рядом с Ибраимовым, который слышал тот разговор с Москвой, который знает, что именно было сказано в те последние минуты. Это человек, который 35 лет хранил молчание из страха за свою жизнь и жизнь своей семьи. Но сейчас, когда ему уже за 80, он решил рассказать правду. Кто этот человек? Что он слышал? И почему он решил заговорить именно сейчас? Ответы на эти вопросы перевернут все, что вы думали, что знали о последних днях султана Ибраимова. Готовы ли вы услышать правду, которая была скрыта от вас больше 40 лет? Представьте себе, что вы один из 12 человек, которые знали абсолютно все о султане Ибраимове, каждую его медицинскую тайну, каждый план действий в случае конфликта с Москвой, каждый секретный маршрут эвакуации из правительственной резиденции в Чолпанате. Теперь представьте, что вам приходится выбирать — сохранить верность человеку, который доверял вам как брату, или спасти собственную жизнь и жизни ваших детей. 24 августа 1982 года, за несколько часов до того, как султан Ибраимов в последний раз закроет глаза, эти 12 человек из его ближайшего окружения сделали выбор, который изменил историю Киргизии. Что заставило их отвернуться от лидера, которого они клялись защищать? Был ли это страх перед карательной машиной КГБ? Или кто-то из них получил конкретные обещания от Москвы, должности, деньги, безопасность? И самое главное, кто из этих 12 человек знал, что Ибраимов умрет на следующее утро? Среди этих 12 был человек по имени Талант Бекмуратов, начальник личной охраны первого секретаря, полковник КГБ, прошедший специальную подготовку в Москве и служивший Ибраимову 7 лет. Этот человек знал распорядок дня своего шефа до минуты, контролировал все, что попадало на его стол, от документов до еды. Он проверял каждое блюдо, каждый стакан воды, каждую чашку чая, которые подавались Ибраимову. После смерти султана Талант Бекмуратов исчез. Не уволился, не перевелся в другой город, именно исчез. Его имя пропало из всех официальных документов КГБ Киргизской ССР, словно этого человека никогда не существовало. Его семья переехала в Москву, получила квартиру в престижном районе, дети учились в лучших школах. Откуда у полковника КГБ, получавшего зарплату 350 рублей в месяц, появились такие возможности? Кто оплатил его молчание? И что именно он видел в ту ночь с 24 на 25 августа, что заставило его бежать и скрываться 35 лет? Сегодня Таланту Бекмуратову 83 года. Он живет в небольшом городке под Бишкеком, в доме с высоким забором и камерами наблюдения. Последние 5 лет он страдает от тяжелой формы диабета, и врачи говорят, что времени у него осталось немного. Возможно, именно поэтому он согласился встретиться с нами и рассказать то, что молчал больше 3 десятилетий. Когда мы приехали к нему, первое, что он сказал: «Я знал, что этот день настанет. Я готовился к нему всю жизнь». Его руки дрожали, когда он доставал из старого чемодана пожелтевшие документы, копии медицинских карт Ибраимова,
служебные записки, фотографии. Я сохранил все это, потому что знал, однажды кто-то должен будет рассказать правду, — говорил он, и голос его срывался. Что же он рассказал нам? Какие секреты хранил этот человек, который был тенью султана Ибраимова последние 7 лет его жизни? Бекмуратов начал с того, что опроверг официальную версию о здоровом сердце Ибраимова. По его словам, султан действительно страдал от гипертонии, но это была контролируемая болезнь, которая не представляла угрозы для жизни при правильном лечении. Он принимал лекарства регулярно. Я сам следил за этим. Каждое утро 2 таблетки от давления, каждый вечер витамины. Его личный врач, Азамат Тактасунов, вел подробные записи, и я видел эти записи. Там не было ничего, что указывало бы на риск внезапной смерти, рассказывал Бекмуратов, листая медицинскую карту, датированную июлем 82 года. В этой карте, которую он показал нам, действительно нет никаких тревожных диагнозов. Давление 140/90 повышенное, но не критическое. Холестерин в норме, ЭКГ без патологий. Заключение врача. Состояние удовлетворительное, рекомендовано продолжение текущей терапии. Это был документ, подписанный за месяц до смерти. Как же человек с удовлетворительным состоянием внезапно умирает от сердечной недостаточности? Но самое шокирующее, Бекмуратов рассказал о событиях 24 августа, за день до трагедии. В тот день Ибраимов вернулся с работы раньше обычного, около 6 вечера, что было не характерно для него. Обычно он задерживался в кабинете до 9:10. Он выглядел усталым, но не больным. Поужинал вместе с женой, плов, салат, зеленый чай. Бекмуратов, как всегда, проверил еду перед подачей. Все было в порядке. После ужина Ибраимов вышел на террасу. Курил сигарету. Он позволял себе это редко, только в моменты сильного стресса. Потом вернулся в дом и попросил принести ему стакан воды. Я сам налил ему воду из графина, который стоял в его кабинете. Этот графин наполнялся каждое утро свежей водой из артезианской скважины, которая находилась на территории резиденции. «Никто посторонний не имел к ней доступа», — вспоминает Бекмуратов. Ибраимов выпил воду, поблагодарил и ушел в спальню. Это было около 10 вечера. Больше Бекмуратов его живым не видел. Но вот что странно. Примерно в 11 вечера, когда Бекмуратов обходил территорию резиденции, он заметил, что в кабинете Ибраимова горит свет, хотя сам султан уже спал. Он поднялся наверх, заглянул в кабинет и увидел там человека. Это был Апаз Джумагулов, второй секретарь ЦК. Он стоял у стола Ибраимова и что-то искал в ящиках. Когда Бекмуратов спросил, что он здесь делает, Джумагулов ответил, что султан попросил его забрать какие-то документы для завтрашнего заседания. «Но я знал, что это ложь», — говорит Бекмуратов. Во-первых, Ибраимов никогда не просил никого заходить в его кабинет в его отсутствие. Во-вторых, никакого заседания на следующий день не было запланировано. Я проверял его график каждый день. Бекмуратов попытался остановить Джумагулова, но тот показал ему какую-то бумагу с печатью ЦК и сказал, что действует по прямому указанию Москвы. Я растерялся. Я не знал, что делать. Джумагулов был вторым человеком в республике. Я не мог просто выгнать его, признается бывший начальник охраны. Джумагулов пробыл в кабинете около 15 минут, потом вышел с папкой документов и уехал. Бекмуратов вошел в кабинет и увидел, что графин с водой, из которого он наливал Ибраимову несколько часов назад, исчез. На его месте стоял другой графин, внешне точно такой же. Но Бекмуратов заметил разницу. На старом графине была небольшая трещина на ручке, а на новом ее не было. Я понял, что что-то не так. Я взял этот новый графин и хотел отнести его на экспертизу, но не успел. Утром Ибраимов умер. И в дом ворвались люди из Москвы. Они забрали все документы, личные вещи, даже посуду. Графин тоже исчез, рассказывает Бекмуратов. И слезы текут по его морщинистому лицу. Он винит себя в том, что не поднял тревогу сразу, что не разбудил Ибраимова, не предупредил его. Может быть, если бы я действовал быстрее, он был бы жив. Эта мысль преследует меня каждый день последние 35 лет. Но история на этом не заканчивается. Через неделю после смерти Ибраимова к Бекмуратову пришли 2 мужчин в штатском. Они не представились,
Но он понял, что это люди из Москвы, из центрального аппарата КГБ. Они предложили ему забыть все, что он видел в ту ночь, и взамен пообещали хорошую должность в Москве, квартиру, безопасность для семьи. Они сказали мне прямо: либо ты молчишь и живешь, либо говоришь и умираешь. «Выбор за тобой», — вспоминает Бекмуратов. Он выбрал жизнь. Он переехал в Москву, получил должность в охране одного из министерств, его дети выросли, получили образование. Но все это время он хранил те документы, те фотографии, те записи, которые успел спрятать до приезда московской комиссии. Я знал, что однажды настанет время, когда я смогу рассказать правду. И это время пришло, говорит он. Мы спросили Бекмуратова, верит ли он, что Ибраимов был отравлен. Он помолчал, потом кивнул. Я не врач, я не могу это доказать. Но я видел слишком много странностей в ту ночь. Исчезнувший графин, Джумагулов в кабинете, скорость, с которой Москва все зачистила. Все это указывает на одно. Это была спланированная операция. Ибраимов был убит, потому что отказался подчиниться. Он сказал «нет» Москве, и Москва не простила ему этого. Бекмуратов достал еще один документ, записку, написанную рукой Ибраимова, датированную 23 августа, днем того самого телефонного разговора с Кремлем. В этой записке всего несколько строк. «Если со мной что-то случится, знайте, я не предал свой народ. Я сделал то, что должен был сделать. Пусть история рассудит нас». Эта записка была адресована его жене, но Ибраимов так и не успел передать ее. Бекмуратов нашел ее в кармане пиджака султана на следующий день после его смерти и спрятал. Это его последняя воля. Он хотел, чтобы люди знали правду, говорит бывший охранник. Свидетельство таланта Бекмуратова — это не просто воспоминание старого человека. Это ключ к пониманию того, что произошло в августе 1982 года. Но достаточно ли этих свидетельств, чтобы утверждать, что Ибраимов был убит? Или это всего лишь совпадение, которое мы пытаемся связать в единую картину? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно посмотреть на более широкий контекст, на то, как Москва расправлялась с неугодными лидерами в те годы, и на то, какие методы использовались для устранения политических противников. Готовы ли вы узнать, сколько еще республиканских лидеров погибли при загадочных обстоятельствах в 80-е годы? И что их объединяло с султаном Ибраимовым? Когда врачи из московской комиссии прибыли в резиденцию Ибраимова утром 25 августа, первое, что они сделали, запретили местным медикам приближаться к телу. Азамат Тактасунов, личный врач султана, который наблюдал его последние 5 лет, был отстранен от осмотра. Ему сказали, что это дело государственной важности и что экспертизу проведут специалисты из столицы. Тактасунов пытался протестовать, ссылаясь на то, что он лучше всех знает медицинскую историю покойного. Но его просто вывели из дома. «Я понял тогда, что они что-то скрывают», — вспоминает Тактасунов в интервью, записанном в 1997 году, за год до его собственной смерти. Если бы это была обычная смерть от сердечного приступа, зачем нужна была такая секретность? Зачем отстранять лечащего врача от осмотра? Тактасунов был не просто врачом. Он был доверенным лицом Ибраимова. Султан делился с ним не только медицинскими проблемами, но и личными переживаниями, страхами, сомнениями. В своих записях, которые Тактасунов вел на протяжении всех лет работы с Ибраимовым, есть запись от 22 августа, за 3 дня до смерти. В ней говорится: пациент жалуется на повышенную тревожность, нарушение сна, головные боли, связывает это с рабочим стрессом. Рекомендовал седативные препараты, но пациент отказался, сказав, что должен сохранять ясность ума. Измерил давление 150/95, что выше обычного, но не критично. Назначил дополнительную дозу гипотензивных средств. Это была последняя запись Тактасунова о состоянии здоровья Ибраимова. Через 3 дня его пациент был мертв, а сам Тактасунов оказался под негласным надзором КГБ. Но самое интересное в медицинской истории Ибраимова — это не то, что было записано в официальных документах, а то, что осталось за их пределами. Тактасунов рассказывал, что примерно за полгода до смерти
Султан начал жаловаться на странные симптомы. Периодические приступы тошноты, головокружение, металлический привкус во рту. Эти симптомы появлялись внезапно, длились несколько часов, а потом исчезали без следа. Тактасунов проводил обследование, но не мог найти причину. Анализы крови были в норме, УЗИ внутренних органов не показывало патологий. «Я был в тупике», — признавался врач. Симптомы были реальными, пациент не симулировал. Но медицинского объяснения я найти не мог. Сегодня, зная то, что мы знаем о методах КГБ, эти симптомы можно интерпретировать иначе. Они похожи на признаки хронического отравления малыми дозами тяжелых металлов или специальных химических веществ, которые накапливаются в организме постепенно и не обнаруживаются стандартными анализами. Существует документ, рассекреченный в 2005 году, отчет лаборатории КГБ СССР о разработке препарата под кодовым названием «Вещество Ксем-17». Этот препарат был создан специально для устранения политических противников таким образом, чтобы смерть выглядела естественной. Согласно описанию, вещество Ксем-17 вводилось в организм жертвы малыми дозами на протяжении нескольких месяцев, вызывая постепенное ослабление сердечной мышцы и сосудов. Финальная доза, значительно превышающая предыдущие, приводила к острой сердечной недостаточности, которая не оставляла следов при обычной аутопсии. Препарат был бесцветным, безвкусным, легко растворялся в воде и пище. Его можно было подмешивать в чай, кофе, суп, жертва ничего не замечала. Мог ли Ибраимов быть отравлен этим веществом? Совпадение симптомов, описанных Тактасуновым с действием вещества Ксем-17, слишком очевидно, чтобы его игнорировать. Но кто мог подмешивать яд в еду или питье Ибраимова на протяжении месяцев? Кто имел постоянный доступ к его столу, к его кабинету, к его личным вещам? Круг подозреваемых узок: личная охрана, домашний персонал, ближайшие соратники. Талант Бикмуратов утверждает, что он проверял всю еду, но мог ли он проверить абсолютно все? Мог ли кто-то из домашнего персонала быть завербован КГБ? Или яд подмешивался не в еду, а в лекарства, которые Ибраимов принимал ежедневно? Тактасунов вспоминал, что примерно за 2 месяца до смерти султана ему прислали из Москвы новую партию гипотензивных препаратов, якобы улучшенную формулу, более эффективную. «Я не придал этому значения тогда», — говорил врач. Лекарства приходили в запечатанных упаковках с печатями Минздрава СССР. Я не мог предположить, что там может быть что-то не то. Но что, если именно в этих лекарствах и содержалось вещество Ксем-17? Что, если каждая таблетка, которую Ибраимов принимал для лечения гипертонии, на самом деле медленно убивала его? Эта версия объясняет многое. Она объясняет, почему симптомы появлялись периодически в зависимости от дозы яда. Она объясняет, почему анализы не показывали отклонений, вещество не накапливалось в крови, а воздействовало непосредственно на сердечную мышцу. Она объясняет, почему смерть наступила именно через 2 дня после конфликтного разговора с Москвой. Возможно, финальная доза была введена именно тогда, когда стало ясно, что Ибраимов не подчинится. И она объясняет, почему московская комиссия так спешила с кремацией тела, чтобы уничтожить все возможные улики. Но это все еще только версия, гипотеза, которую невозможно доказать без эксгумации и современной экспертизы. А эксгумация невозможна, потому что тело было кремировано, и прах развеян над горами Алатоо по желанию семьи. Или это было не желание семьи, а настойчивая рекомендация из Москвы. Азамат Тактасунов умер в 1998 году при странных обстоятельствах. Официально от инсульта. Но его дочь, Айгуль Тактасунова, утверждает, что отец был абсолютно здоров. Регулярно проходил обследование, занимался спортом. За неделю до смерти он сказал мне, что собирается написать книгу о своей работе с Ибраимовым. Что хочет рассказать правду о том, что произошло в 1982 году, вспоминает Айгуль. Он сказал, что у него есть документы, которые докажут, что султан был убит. Через неделю его нашли мертвым в своем кабинете. Все документы исчезли. Совпадение или закономерность? Сколько людей, знавших правду о смерти Ибраимова, умерли при загадочных обстоятельствах в последующие годы? И кто следил за ними? Кто решал, когда им пора замолчать навсегда?
Медицинская тайна смерти султана Ибраимова, возможно, никогда не будет раскрыта полностью. Слишком много времени прошло. Слишком много улик уничтожено. Слишком много свидетелей умерло. Но даже те фрагменты информации, которые удалось собрать, рисуют картину, которую трудно игнорировать. Это картина спланированного убийства, замаскированного под естественную смерть. Это картина системы, которая не останавливалась ни перед чем, чтобы устранить неугодных. Это картина империи, которая пожирала своих детей, когда они осмеливались ей противостоять. Султан Ибраимов был одним из таких детей. Он заплатил за свою смелость самую высокую цену. Но его смерть не была напрасной. Она стала символом сопротивления, примером для будущих поколений. Она показала, что даже перед лицом абсолютной власти можно сохранить достоинство и сказать «нет». Вопрос только в том, готовы ли мы, живущие сегодня, помнить об этом уроке. Или мы позволим истории повториться. В архивах КГБ Киргизской ССР, рассекреченных частично в 2010 году, есть папка с грифом «Совершенно секретно», помеченная кодом «Дело номер 0544. Операция Иссык-Куль». В этой папке собраны документы, связанные с планом превращения озера в военную базу. И среди них список людей, которые представляли потенциальную угрозу для реализации проекта. Первым в этом списке стоит имя Султана Ибраимова. Рядом с его именем пометка красным карандашом. Требуется нейтрализация. Приоритет высший. Документ датирован июлем 1982 года, за месяц до его смерти. Кто поставил эту пометку? Кто принял решение о нейтрализации? И что именно означало это слово в лексиконе КГБ тех лет? Чтобы понять это, нужно вернуться к истории противостояния Ибраимова и Москвы вокруг Иссык-Куля. Это противостояние началось не в 1982 году, а гораздо раньше, еще в конце 70-х, когда военные стратеги СССР впервые предложили использовать озеро для испытаний подводного оружия. Иссык-Куль был идеальным местом для таких испытаний. Глубина до 670 метров, чистая вода, удаленность от границ, закрытость горами. Военные видели в озере стратегический ресурс. Но для киргизов Иссык-Куль был не просто водоемом. Это было священное место, колыбель нации. Озеро, которое, согласно легендам, хранило останки великих предков и тайны древних цивилизаций. Превратить его в военный полигон означало осквернить святыню, уничтожить часть национальной идентичности. Когда проект впервые попал на стол Ибраимова в 1979 году, он отказался его поддержать. Но тогда Москва не настаивала. Проект был отложен. Однако в 1982 году ситуация изменилась. Холодная война достигла пика напряженности, гонка вооружений ускорилась, и СССР нуждался в новых полигонах для испытаний. Иссык-Куль снова оказался в центре внимания военных. На этот раз Москва не собиралась принимать отказ. Ибраимову был направлен ультиматум. Либо он подписывает документы о передаче части побережья под военные нужды, либо его снимают с должности. Но Ибраимов не просто отказался подписать. Он начал публично говорить о проблеме, поднимать ее на заседаниях ЦК, писать письма в Политбюро. Он превратил локальный конфликт в политический вопрос, и это было его роковой ошибкой. Москва не прощала тех, кто выносил внутренние разногласия на публику. Апаз Джумагулов, второй секретарь ЦК, играл в этом конфликте двойную роль. Внешне он поддерживал Ибраимова, выступал на его стороне на заседаниях, критиковал московский проект. Но в своих донесениях в КГБ, подписанных псевдонимом Алатау, он писал совсем другое. В одном из таких донесений, датированном маем 1982 года, говорится: «Ибраимов становится все более непредсказуемым и опасным для стабильности республики. Его риторика приобретает националистический характер. Он открыто критикует решения Центра и настраивает местную номенклатуру против Москвы. Рекомендую принять меры по его изоляции и замене на более лояльного руководителя». Это донесение попало на стол Юрия Андропова, председателя КГБ. И именно после его прочтения было принято решение о нейтрализации Ибраимова. Но Джумагулов был не единственным предателем в окружении султана. Были и другие люди, которые улыбались ему в лицо, а за спиной писали доносы.
Один из них — Болот Касымов, министр внутренних дел Киргизской ССР. Человек, которого Ибраимов считал своим другом. Они вместе учились в Москве, вместе поднимались по партийной лестнице, вместе мечтали о процветании республики. Но когда пришло время выбирать между дружбой и карьерой, Касымов выбрал карьеру. В архивах КГБ есть его рапорт, в котором он сообщает о подрывной деятельности Ибраимова и просит разрешения на установку прослушивающих устройств в его кабинете и резиденции. Разрешение было дано, и последние месяцы жизни султана каждое его слово, каждый телефонный разговор, каждая встреча фиксировались и передавались в Москву. Он жил в аквариуме, не подозревая об этом. Касымов получил свою награду. После смерти Ибраимова он был назначен первым заместителем министра внутренних дел СССР и переехал в Москву. Он дослужился до генерал-полковника, получил множество орденов и медалей, жил в роскошной квартире на Кутузовском проспекте. Он умер в 2003 году в возрасте 78 лет, окружённый почётом и уважением. На его похоронах присутствовали высокопоставленные чиновники. Его хвалили как верного служителя закона и патриота. Никто не вспомнил о том, что этот патриот предал своего друга и отправил его на смерть. История любит победителей и забывает о жертвах. Но должны ли мы забывать? Должны ли мы прощать предательство только потому, что предатель умер в почёте? Проект военной базы на Иссык-Куле был реализован частично. После смерти Ибраимова и прихода к власти Джумагулова началось строительство секретного объекта на северном побережье озера. Несколько сотен семей были выселены, их дома снесены, территория огорожена колючей проволокой. Военные проводили там испытания торпед и подводных аппаратов до конца 80-х годов. Но полномасштабный проект так и не был завершён. Начались перестройка, распад СССР, и база была законсервирована. Сегодня на том месте стоят ржавые ангары и разрушенные причалы. Памятник амбициям империи, которая пыталась подчинить себе даже природу. Иссык-Куль выжил, но какой ценой? Сколько людей заплатили своими жизнями за то, чтобы это озеро осталось свободным? Султан Ибраимов заплатил самую высокую цену. Он пожертвовал своей жизнью, своей карьерой, своим будущим, ради того, чтобы защитить то, что считал священным. Он мог подчиниться, подписать документы, сохранить свою должность и прожить еще много лет. Но он выбрал другой путь. Путь сопротивления, путь достоинства. Путь, который привел его к гибели. Был ли этот выбор правильным? С точки зрения прагматизма — нет. Он ничего не добился, проект все равно был реализован. Его смерть не остановила Москву. Но с точки зрения морали, с точки зрения чести, с точки зрения того, что делает человека человеком, да, его выбор был единственно возможным. Он показал, что есть вещи важнее жизни, важнее власти, важнее личного благополучия. Он показал, что можно сказать «нет» даже самой могущественной империи в мире. И это «нет» эхом отзывается до сих пор, спустя более 40 лет после его смерти. Сегодня на берегу Иссык-Куля стоит памятник султану Ибраимову. Это простой гранитный обелиск с его портретом и надписью «Защитнику Иссык-Куля, патриоту Киргизии». Каждый год в день его смерти, 25 августа, сюда приходят люди, старики, которые помнят его, и молодежь, которая знает о нем только из книг. Они приносят цветы, зажигают свечи, стоят в молчании. Это не официальная церемония, не государственный праздник. Это народная память, которую невозможно стереть никакими указами и запретами. Ибраимов жив в сердцах людей. И это, возможно, самая большая победа над теми, кто пытался его уничтожить. Они убили его тело, но не смогли убить его идеи, его пример, его наследие. Разве не в этом истинное бессмертие? Представьте себе, что вы один из 12 человек, которые знали абсолютно всё о султане Ибраимове. Каждый его секретный план, каждое тайное совещание, каждый запасной выход из правительственных зданий, каждый код доступа к засекреченным документам. Теперь представьте, что 24 августа 1982 года
За несколько часов до рокового финала вам звонят из Москвы и предлагают выбор. Либо вы продолжаете хранить верность человеку, который через сутки будет мертв, либо вы получаете новую должность, квартиру в столице и гарантии безопасности для всей вашей семьи на 3 поколения вперед. Что бы вы выбрали, если бы знали, что ваш отказ ничего не изменит, что Ибраимов все равно обречен, что ваша жертва будет напрасной? Именно перед таким выбором оказались люди из ближайшего круга султана в те последние часы. Некоторые из них выбрали молчание и получили свои 30 сребреников. Другие попытались предупредить, но их голоса утонули в грохоте машины, которая уже запустила механизм уничтожения. А один человек, чье имя мы назовем сегодня впервые за 40 лет, сделал нечто невероятное. Он попытался спасти Ибраимова, зная, что это стоит ему жизни. Кто был этот человек? Почему он решился на самоубийственный поступок? И что случилось с ним после того, как его план провалился? Этого человека звали Эрнис Молдокулов, начальник первого отдела КГБ Киргизской ССР, отвечавший за контрразведку и защиту высшего руководства республики от внешних угроз. Молдокулов был профессионалом высочайшего класса, выпускник высшей школы КГБ в Москве, ветеран операций в Афганистане, человек, которому доверяли самые секретные задания. Он работал с Ибраимовым с 1979 года и за эти 3 года стал не просто охранником, а доверенным советником, человеком, с которым султан мог обсуждать вещи, о которых не говорил даже с женой. Молдокулов знал о конфликте с Москвой все. Он присутствовал на тех закрытых совещаниях, где обсуждался проект Иссык-Куля. Он читал шифрованные телеграммы из Кремля. Он видел, как затягивается петля вокруг шеи его шефа. И в отличие от других, он не стал ждать, когда эта петля затянется окончательно. 23 августа, в день того самого телефонного разговора Ибраимова с Москвой, Молдокулов сделал то, что было строжайше запрещено инструкциями КГБ. Он самовольно установил прослушивающее устройство на линию правительственной связи. Не для того, чтобы докладывать в центр, а для того, чтобы знать, что именно говорят Ибраимову, какие угрозы ему предъявляют, сколько времени у них остается. Он записал весь разговор на магнитофонную пленку, спрятал ее в личном сейфе и в тот же вечер попытался встретиться с султаном, чтобы предупредить его о смертельной опасности. Но Ибраимов отказался от встречи. После того разговора с Москвой он никого не хотел видеть. Заперся в кабинете и просил не беспокоить его до утра. Молдокулов ждал до полуночи, потом решился на отчаянный шаг. Написал записку и передал ее через охрану. В записке было всего несколько слов. «Товарищ Ибраимов, они решили действовать. У нас есть максимум 48 часов. Прошу срочной встречи. Молдокулов». Эта записка так и не дошла до адресата. Ее перехватил Апас Джумагулов, который в ту ночь находился в резиденции под предлогом срочных дел. Джумагулов прочитал записку и немедленно позвонил в Москву. Через час в кабинет Молдокулова ворвались люди из центрального аппарата КГБ. Они изъяли магнитофонную пленку, все документы, личные записи. Молдокулова арестовали прямо на рабочем месте, не предъявив обвинений, не объяснив причин. Его увезли в неизвестном направлении, и больше его никто не видел. Официально Эрнис Молдокулов уволен из органов по собственному желанию 24 августа 1982 года. Но его семья утверждает, что он исчез бесследно, что все попытки найти его или получить информацию о его судьбе наталкивались на глухую стену молчания. Его жена, Гульмира Молдокулова, подавала запросы в КГБ, в прокуратуру, в ЦК партии. Везде ей отвечали одно и то же. Информация составляет государственную тайну. Только в 2012 году, через 30 лет после исчезновения мужа, она получила официальный документ, в котором говорилось, что Эрнис Молдокулов скончался от острой сердечной недостаточности 26 августа 1982 года в следственном изоляторе КГБ СССР в городе Москве, через день после смерти Ибраимова. Совпадение? Или его убрали, потому что он знал слишком много? Та магнитофонная пленка с записью разговора Ибраимова и Москвы так и не была найдена. Официально она была уничтожена сразу после изъятия.
Но существует версия, что копия этой записи сохранилась. Молдокулов был опытным разведчиком, он знал, как страховаться. Перед арестом он успел передать дубликат пленки своему другу, офицеру КГБ по имени Талгат Сулайманов, который работал в архивном отделе. Сулайманов спрятал пленку среди тысяч других документов, замаскировал ее под обычную служебную запись, и она пролежала там больше 20 лет. В 2005 году, когда началось частичное рассекречивание архивов КГБ, Сулайманов, уже вышедший на пенсию, попытался обнародовать эту запись. Он связался с несколькими журналистами, обещал предоставить сенсационный материал. Но за неделю до назначенной встречи Талгат Сулайманов погиб в автомобильной катастрофе на трассе Бишкек-Ош. Машина его съехала с дороги на горном серпантине и упала в ущелье. Тормоза отказали. Экспертиза показала, что тормозная система была повреждена, но установить, было ли это результатом износа или намеренной диверсии, не удалось. Пленка исчезла вместе с ним. Но история Эрниса Молдокулова — это не просто история о неудавшейся попытке спасения. Это история о том, что даже внутри карательной машины КГБ были люди с совестью. Люди, которые не могли смириться с убийством невиновного человека. Молдокулов знал, что его попытка предупредить Ибраимова обречена на провал, что система слишком сильна, что один человек не может противостоять всей мощи спецслужб. Но он все равно попытался. Почему? Что двигало им? Чувство долга, личная преданность, моральные принципы? Мы никогда не узнаем этого наверняка, потому что он не оставил записок, не дал интервью, не написал мемуаров. Он просто сделал то, что считал правильным, и заплатил за это своей жизнью. Разве не в этом истинный героизм — действовать вопреки безнадежности, рисковать всем ради того, во что веришь, даже если знаешь, что проиграешь? Сегодня в Киргизии мало кто помнит имя Эрниса Молдокулова. Ему не поставили памятник, о нем не написали книг, его история не вошла в учебники. Он остался в тени более известных фигур самого Ибраимова, предателя Джумагулова, свидетеля Бекмуратова. Но без таких людей, как Молдокулов, история была бы неполной. Они не изменили ход событий, не спасли героя, не предотвратили трагедию. Но они показали, что даже в самые темные времена, даже в самой жестокой системе остаются люди, которые не теряют человечность. И это, возможно, самый важный урок той истории. Не то, что Ибраимов был убит, а то, что кто-то пытался его спасти. Не то, что предатели победили, а то, что герои не сдались. Готовы ли вы помнить не только о жертвах, но и о тех, кто пытался их защитить, даже ценой собственной жизни? Под домом правительства в Бишкеке на площади Алатоо существуют подземные коммуникации, о которых не знают даже многие современные чиновники, работающие в этом здании. Это не просто технические туннели для проводки кабелей или труб. Это целая система бункеров, переходов и запасных выходов, построенная в 50-е годы прошлого века на случай ядерной войны. Общая протяженность этих подземных ходов превышает 3 километра. Они соединяют дом правительства с несколькими стратегическими объектами города — зданием КГБ, военным штабом, железнодорожным вокзалом. В самых глубоких уровнях этой системы, на глубине около 30 метров, находятся помещения, которые были оборудованы как убежище для высшего руководства республики с системами жизнеобеспечения, запасами продовольствия и воды, средствами связи. Эти бункеры могли автономно функционировать до 3 месяцев, обеспечивая выживание нескольких десятков человек в случае катастрофы. Султан Ибраимов знал об этих туннелях каждый. Первый секретарь получал инструктаж о системе эвакуации при вступлении в должность. Но мало кто знает, что в последние месяцы своей жизни Ибраимов регулярно спускался в эти подземелья, причем не в рамках официальных учений или проверок, а тайно, в сопровождении только одного человека, своего личного помощника, Бакыта Токтамушева. Что он там делал? Зачем лидер республики, загруженный государственными делами, тратил время на посещение заброшенных бункеров? Ответ на этот вопрос проливает свет на еще одну тайну последних дней султана Ибраимова — тайну документов, которые он прятал от Москвы. Бакыт Токтамушев, единственный свидетель этих ночных визитов, сегодня живет в небольшом городке на юге Киргизии, вдали от столицы и политики. Ему 81 год, здоровье подорвано годами стресса и страха, но память его остра,
и он помнит каждую деталь тех событий. Когда мы встретились с ним, первое, что он сказал: «Я ждал, что кто-то придет и спросит об этом. Ждал 40 лет. Теперь могу рассказать. Мне уже нечего терять». Токтамушев работал с Ибраимовым с 1978 года, был его правой рукой во всех делах, знал все секреты, имел доступ ко всем документам. Именно ему султан доверил самую опасную миссию — сохранить доказательства преступлений Москвы против Киргизии. Начиная с весны 1982 года, когда конфликт вокруг Иссык-Куля обострился, Ибраимов начал собирать досье. В это досье входили копии секретных директив из Москвы о выселении населения с побережья озера, финансовые документы, показывающие, какая доля прибыли от добычи полезных ископаемых уходила в центр, стенограммы закрытых совещаний, на которых обсуждались планы превращения республики в сырьевой придаток. Это были документы, которые могли стать основой для обвинения Москвы в колониальной политике, в эксплуатации республики, в нарушении прав народа. Ибраимов понимал, что эти документы — его страховка, его оружие в борьбе с центром. Но он также понимал, что хранить их в своем кабинете или дома смертельно опасно. КГБ могло провести обыск в любой момент. Поэтому он решил спрятать досье в единственном месте, где его никто не искал бы — в заброшенных бункерах под домом правительства. Токтамушев вспоминает, как они спускались туда поздними вечерами, когда здание пустело и охрана сменялась. Ибраимов брал с собой портфель с документами, фонарик, и они шли по темным сырым коридорам, пахнущим плесенью и затхлостью. Спускались по ржавым металлическим лестницам, проходили через массивные гермодвери, пока не достигали самого дальнего бункера, который не использовался уже много лет. Там, в одном из технических помещений, за фальшивой стеной, Ибраимов оборудовал тайник. Он сам своими руками выложил кирпичи, замаскировал стену под старую кладку, чтобы никто не заметил разницы. В этот тайник он складывал документы, запечатанные в водонепроницаемые пакеты. Он говорил мне: «Если со мной что-то случится, ты должен достать эти документы и передать их людям, которым можно доверять. Это доказательство того, что Москва превратила нас в колонию. Это должно стать достоянием истории», — рассказывает Токтамушев, и голос его дрожит от волнения. Последний раз они спускались в бункер 22 августа, за 3 дня до смерти Ибраимова. В тот вечер султан был особенно мрачен и молчалив. Он добавил в тайник еще несколько документов, среди которых была та самая стенограмма телефонного разговора с Москвой, о которой мы говорили в начале. Потом он долго стоял, глядя на стену, за которой лежали все эти бумаги, и, наконец, сказал Бакыт: «Если я не доживу до того дня, когда эти документы можно будет обнародовать, ты должен сделать это за меня. Обещай мне». Токтамушев обещал. Но когда через 3 дня Ибраимов умер, выполнить это обещание оказалось невозможно. В тот же день, 25 августа, в Дом правительства прибыла комиссия из Москвы. Они опечатали кабинет Ибраимова, изъяли все документы, провели обыск в его резиденции. Токтамушева вызвали на допрос в КГБ и задавали один и тот же вопрос: где Ибраимов мог хранить секретные документы? Он отвечал, что не знает, что все документы были в кабинете. Его допрашивали 3 суток подряд, не давая спать, угрожая арестом, но он не сломался. Потом его отпустили, но поставили под негласный надзор. За ним следили постоянно, на работе, дома, на улице. Любая попытка спуститься в бункер была бы немедленно замечена. Токтамушев ждал. Ждал годами, десятилетиями. Ждал, когда слежка ослабнет, когда система рухнет, когда появится возможность выполнить обещание, данное умирающему другу. Эта возможность появилась только в 1992 году, после распада Советского Союза, когда КГБ был расформирован, а старые кадры разбежались. Токтамушев, которому тогда было 51 год, решился спуститься в бункер. Он пришел в Дом правительства под предлогом встречи со старыми коллегами, дождался вечера, когда здание опустело, и спустился вниз. Прошел по знакомому маршруту, нашел тот самый бункер, ту самую стену. Разобрал кирпичи дрожащими руками и обнаружил, что тайник пуст. Документы исчезли. Кто-то побывал там раньше него. Кто-то знал о существовании тайника и забрал все, что там было. Кто? Как они узнали?
Неужели Ибраимов кому-то еще рассказал о тайнике? Или КГБ все таки следил за их ночными визитами и просто ждал удобного момента, чтобы изъять документы? Тактамушов был раздавлен. Он потратил 10 лет на ожидание, рисковал жизнью, хранил тайну, и все оказалось напрасно. Документы, которые могли изменить историю, которые могли реабилитировать Ибраимова, доказать его правоту, исчезли бесследно. Он вернулся домой, заперся в комнате и плакал, как ребенок. Я подвел его. Я не смог выполнить обещание. Он доверял мне, а я не справился, — говорит Тактамушов. И слезы снова наворачиваются на его глаза. Но потом, спустя несколько лет, он узнал нечто, что заставило его по-новому взглянуть на ситуацию. Один из бывших сотрудников КГБ, с которым Тактамушов случайно встретился на похоронах общего знакомого, рассказал ему странную историю. Оказывается, в конце 80-х годов, незадолго до распада СССР, в Москве была создана специальная группа по зачистке компрометирующих материалов. Эта группа занималась поиском и уничтожением документов, которые могли бросить тень на действия советского руководства в республиках. Они работали по всему Союзу, проверяли архивы, опечатанные кабинеты, секретные хранилища. И одним из объектов их внимания был дом правительства в Бишкеке, а конкретно подземные бункеры. Получается, что документы Ибраимова были изъяты не сразу после его смерти, а спустя несколько лет, когда Москва начала готовиться к возможному распаду империи и зачищала следы своих преступлений. Это означает, что какое-то время эти документы все таки лежали в тайнике, и если бы Тактамушев попытался достать их раньше, он мог бы успеть. Но он не мог, за ним следили, любая попытка была бы пресечена. Это была ловушка без выхода, либо рисковать и погибнуть, не успев ничего сделать, либо ждать и потерять документы. Он выбрал второе и теперь винит себя в этом выборе. Но был ли у него реальный выбор? Мог ли один человек противостоять всей машине КГБ? Или его судьба, как и судьба Ибраимова, была предрешена с самого начала? Сегодня те бункеры под домом правительства все еще существуют. Они заброшены, частично затоплены грунтовыми водами, электричество отключено, входы заварены. Официально доступ туда запрещен. Из соображений безопасности старые конструкции могут обрушиться в любой момент. Но есть версия, что истинная причина запрета — желание скрыть то, что может там находиться. Возможно, не все документы были изъяты. Возможно, где-то в тех темных коридорах, за обвалившимися стенами, под слоем грязи и ржавчины, до сих пор лежат бумаги, которые могли бы рассказать правду о последних днях султана Ибраимова. Но кто осмелится спуститься туда и проверить? Кто рискнет своей жизнью ради документов, которых, возможно, уже не существует? И если эти документы действительно там, кто имеет право решать, должны ли они остаться погребенными навсегда или должны быть извлечены на свет, какой бы страшной ни была правда, которую они содержат? 24 августа 1982 года, примерно в 8 часов вечера, когда солнце уже садилось за горы Алатоо, окрашивая небо в багровые тона, в резиденцию султана Ибраимова в Чолпанате прибыл неожиданный гость. Охрана зафиксировала въезд черной правительственной «Волги» без номеров, что само по себе было необычно. Все служебные машины имели регистрационные знаки. Из машины вышел мужчина в темном костюме, в солнцезащитных очках, несмотря на вечернее время. Он не представился, только показал удостоверение с гербом СССР, и охрана пропустила его без вопросов. Этот человек провел в резиденции около 40 минут. Встречался с Ибраимовым наедине, без свидетелей. Когда он уехал, султан вышел из кабинета бледный, с отсутствующим взглядом, и сказал жене только одну фразу: «Всё кончено». Кто был этот человек? Что он сказал Ибраимову в те 40 минут? И почему после этой встречи султан, по словам близких, выглядел как человек, получивший смертный приговор? Личность таинственного визитёра оставалась загадкой больше 30 лет. Охранники, которые видели его, не могли или не хотели описать его внешность. Все их показания были удивительно расплывчатыми и противоречивыми. Один говорил, что это был высокий мужчина лет 50 с седыми висками. Другой утверждал, что визитёр был невысокого роста, моложе 40, с темными волосами. Третий вообще не помнил никаких деталей.
только то, что человек показал удостоверение и прошел внутрь. Такое единодушное забывание наводит на мысль, что охранники получили указание молчать или были запуганы настолько, что предпочли стереть из памяти все, что видели в тот вечер. Но в 2015 году, когда один из тех охранников, Асан Мамбетов, лежал в больнице с диагнозом рак легких на последней стадии, он попросил навестить его журналиста, которому доверял, и рассказал то, что скрывал 33 года. По словам Мамбетова, тот человек действительно показал удостоверение, но это было не обычное удостоверение КГБ, а специальный документ с золотым тиснением и печатью, которую Мамбетов видел только один раз в жизни на документах особо важных персон из Москвы, имевших неограниченные полномочия. Такие удостоверения выдавались только сотрудникам первого главного управления КГБ, занимавшегося внешней разведкой и особо секретными операциями. Это означало, что визитёр был не просто чиновником, а профессиональным оперативником высшего ранга, человеком, которого посылали для выполнения задач, о которых не должно было остаться следов. Мамбетов также вспомнил одну деталь, которая врезалась ему в память, когда незнакомец проходил мимо. Он услышал, как тот негромко разговаривает по рации на непонятном языке. Не по-русски, не по-киргизски, а на каком-то другом, возможно, на одном из европейских. Это было странно, потому что советские оперативники обычно использовали русский или местные языки. Кем был этот человек, агентом КГБ, работавшим под прикрытием? Или кем-то еще более загадочным? Существует версия, которую высказывают некоторые исследователи, что визитёр был не советским агентом, а представителем иностранной разведки, возможно, американской или британской. Эта версия кажется фантастической, но она объясняет многие странности той встречи. Дело в том, что в начале 80-х годов, на пике Холодной войны, западные спецслужбы активно работали в советских республиках, пытаясь найти слабые звенья в системе, людей, недовольных Москвой, потенциальных союзников. Султан Ибраимов, открыто конфликтовавший с центром, защищавший интересы своей республики, был идеальной мишенью для вербовки, или, по крайней мере, для установления контакта. Западные спецслужбы могли предложить ему помощь в политическое убежище, поддержку в международных организациях, огласку его борьбы с Москвой. Но Ибраимов, будучи убежденным коммунистом и патриотом Советского Союза, несмотря на все разногласия с руководством, никогда бы не пошел на сотрудничество с Западом. Возможно, именно об этом и шла речь. В ту встречу ему предложили выбор, и он отказался, понимая, что этот отказ означает смерть. Но есть и другая версия, более правдоподобная. Визитёр мог быть эмиссаром Юрия Андропова, председателя КГБ, человека, который через несколько месяцев станет генеральным секретарем ЦК КПСС после смерти Брежнева. Андропов был известен своей жесткостью и беспощадностью к тем, кого считал угрозой для системы. Он лично курировал операции по устранению диссидентов, неугодных партийных функционеров, всех, кто осмеливался бросить вызов власти. Ибраимов попал в его поле зрения еще весной 1982 года, когда начал открыто критиковать московскую политику. Андропов мог послать своего личного представителя, чтобы тот передал Ибраимову последний ультиматум — либо полное подчинение, либо устранение. Не арест, не суд, не публичное разоблачение. Просто тихое исчезновение, которое будет объяснено естественными причинами. Это был стиль Андропова — действовать быстро, эффективно, без лишнего шума. Что именно было сказано Ибраимову в те 40 минут? Мы можем только догадываться, основываясь на косвенных свидетельствах. Жена султана Бурул вспоминала, что когда муж вышел из кабинета после встречи, он был не просто расстроен или напуган, он был сломлен. Я видела его в разных состояниях — усталым, злым, подавленным, но таким я его никогда не видела. Он выглядел как человек, который узнал, что жить ему осталось считанные часы, — говорила она в интервью, записанном в 1996 году. Султан отказался ужинать, попросил принести ему бутылку коньяка. Он почти не пил, но в тот вечер выпил полстакана залпом. Потом сидел на террасе, смотрел на озеро, на звезды, курил одну сигарету за другой. Бурул пыталась заговорить с ним, спросить, что случилось, но он только качал головой и повторял: «Прости меня, прости за все. Она не понимала, за что он просит прощения, но не настаивала. Около полуночи он поднялся, обнял Эдитерс очень крепко,
как будто прощался, и сказал: «Что бы ни случилось, знай, я любил тебя и детей больше всего на свете, и я сделал все, что мог». Это были его последние слова ей. Утром он был мертв. Если визитер действительно передал Ибраимову смертный приговор, то почему султан не попытался бежать, не обратился за помощью, не поднял тревогу? У него были связи, были люди, готовые его защищать, были возможности скрыться. Но он ничего не сделал. Он просто принял свою судьбу и ждал конца. Почему? Возможно, потому что понимал, бежать некуда. Система была слишком сильна. Ее щупальца дотягивались до любой точки Советского Союза и за его пределами. Любая попытка сопротивления только ухудшила бы ситуацию. Поставила бы под угрозу его семью, его соратников, всех, кто был ему дорог. Возможно, ему пообещали, что если он примет смерть тихо, без скандала, то его близкие останутся в безопасности. И он согласился на эту сделку, пожертвовав собой ради тех, кого любил. Это был его последний акт мужества, не борьба, а принятие неизбежного ради спасения других. Личность таинственного визитёра так и осталась неустановленной. Асан Мамбетов, охранник, который рассказал о нем, умер через 2 недели после того интервью, не успев добавить никаких подробностей. Записи въезда машин в резиденцию за тот день исчезли из архива, либо были уничтожены, либо изъяты. Никаких других свидетелей той встречи не осталось. Но сам факт этого визита, подтвержденный несколькими независимыми источниками, говорит о многом. Он говорит о том, что смерть Ибраимова не была случайностью, не была результатом болезни или несчастного случая. Это была спланированная операция, в которой каждый шаг был просчитан, каждая деталь продумана. Визитёр пришел не для переговоров, не для угроз. Он пришел, чтобы объявить приговор. И султан Ибраимов, человек, который всю жизнь боролся за справедливость, за свой народ, за свои убеждения, принял этот приговор с достоинством, не сломавшись, не предав себя. Разве не в этом истинное величие умереть стоя, а не жить на коленях? Сегодня, спустя более 40 лет после тех событий, мы все еще не знаем всей правды о последних днях султана Ибраимова. Слишком многое скрыто, слишком многие документы уничтожены, слишком многие свидетели молчат или мертвы. Но то, что мы знаем, рисует картину трагедии, которая выходит за рамки личной судьбы одного человека. Это трагедия целого народа, который потерял своего защитника. Это трагедия системы, которая уничтожала лучших своих сыновей. Это трагедия времени, когда правда была опаснее лжи, а честность — смертельное предательство. Ибраимов заплатил за свою честность жизнью. Но его пример живет. Его память не стерта. Его имя произносят с уважением. И пока есть люди, которые помнят его, которые рассказывают его историю, которые не дают забыть о том, что он сделал и за что погиб, он не умер. Он жив в каждом, кто отказывается склонить голову перед несправедливостью, кто готов защищать свои убеждения, кто верит, что правда сильнее лжи. Готовы ли вы стать частью этой памяти, частью этого наследия, частью борьбы, которую начал султан Ибраимов и которая продолжается до сих пор? Впервые за 35 лет человек, который был ответственен за личную безопасность султана Ибраимова, соглашается говорить перед камерами. Это не талант Бекмуратов, о котором мы уже рассказывали, и не кто-то из охранников резиденции. Это человек, который знал больше всех — Марат Джанусов, бывший заместитель начальника управления КГБ Киргизской ССР по защите высшего руководства, полковник, прошедший специальную подготовку в Москве и имевший доступ к информации, которая не попадала даже в секретные архивы. Джанусов сегодня 84 года. Он живет в маленьком доме на окраине Бишкека, страдает от тяжелой формы эмфиземы легких, и врачи дают ему не больше полугода жизни. Возможно, именно близость смерти заставила его нарушить клятву молчания, которую он давал 40 лет назад. Когда мы приехали к нему, он встретил нас словами: «Я знал, что этот день настанет. Я готовил эту встречу последние 10 лет. Собирал документы, записывал воспоминания. Теперь пришло время рассказать то, что я видел в ночь с 24 на 25 августа 1982 года». Что он видел? Какие секреты хранил этот человек, который был обязан защищать Ибраимова, но не смог или не захотел это сделать? И почему он решил заговорить именно сейчас?
когда большинство участников тех событий уже мертвы. Джунусов начал свой рассказ с того, что полностью опроверг версию о естественной смерти Ибраимова. «Я был профессиональным офицером КГБ 28 лет. Я видел десятки смертей естественных, насильственных, инсценированных, и я могу с абсолютной уверенностью сказать то, что произошло с Султаном Ибраимовым, не было естественной смертью. Это было профессионально выполненное устранение, замаскированное под сердечный приступ», — говорит он, и голос его, несмотря на болезнь, звучит твердо и убедительно. Джунусов достает из старого портфеля пожелтевшие документы, копии медицинских заключений, служебные записки, фотографии. Среди них документ, который заставляет содрогнуться, протокол вскрытия тела Ибраимова, составленный Московской комиссией. Этот протокол никогда не публиковался, считался утерянным. Но Джунусов сохранил копию, спрятав ее среди тысяч других бумаг в своем личном архиве. В этом протоколе есть детали, которые противоречат официальной версии. Во-первых, там указано, что на момент смерти в крови Ибраимова был обнаружен повышенный уровень калия. Настолько высокий, что это не могло быть результатом естественных процессов. Гиперкалиемия такой степени обычно возникает при отравлении определенными веществами или при введении препаратов калия в больших дозах. Во-вторых, в протоколе отмечены множественные точечные кровоизлияния в миокарде, что характерно для воздействия кардиотоксических ядов. В-третьих, патологоанатом зафиксировал необычный химический запах от внутренних органов, который не смог идентифицировать. Все эти признаки указывают на отравление. Но в заключении комиссии стоит диагноз «острая сердечная недостаточность» на фоне гипертонической болезни. Почему? Кто заставил врачей написать ложное заключение? И что случилось с патологоанатомом, который проводил вскрытие и зафиксировал все эти странности? Джунусов знает ответ на последний вопрос. Патологоанатома звали Виктор Соколов. Он был направлен из Москвы специально для этого вскрытия. Имел высшую квалификацию и репутацию честного профессионала. После завершения работы Соколов вернулся в Москву, но через месяц его нашли мертвым в своей квартире. Официальная версия самоубийства. Повесился на ремне. Но коллеги Соколова утверждали, что у него не было никаких причин для суицида, что он был жизнерадостным человеком, планировал отпуск, готовился к свадьбе дочери. Соколов знал слишком много. Он видел то, чего не должен был видеть, и зафиксировал это в протоколе. Его убрали, чтобы он не мог рассказать правду, говорит Джунусов. И в его глазах читается боль человека, который всю жизнь служил системе, а потом понял, что эта система пожирает своих же слуг. Но самое шокирующее откровение Джунусова касается не медицинских деталей, а того, кто именно отдал приказ об устранении Ибраимова. «Я видел документ», — говорит он, доставая из портфеля еще одну бумагу. Это была шифрованная телеграмма из Москвы, адресованная начальнику КГБ Киргизской ССР. В ней содержалось указание обеспечить нейтрализацию объекта Иссык-Куль до 26 августа. Метод естественный. Огласка исключена. Ответственность персональная. Телеграмма была подписана кодом, который соответствовал личному шифру Юрия Андропова. Джунусов показывает нам копию этой телеграммы, пожелтевший лист с печатями и штампами. Текст напечатан на машинке. Внизу неразборчивая подпись и печать КГБ СССР. Мы не можем независимо проверить подлинность этого документа, но эксперты, которым мы показали копию, подтверждают, что формат, шифры и печати соответствуют документам КГБ того периода. Если эта телеграмма подлинная, то она является прямым доказательством того, что смерть Ибраимова была санкционирована на самом высоком уровне, что это была не инициатива местных властей или отдельных офицеров, а решение, принятое в Кремле. Андропов, человек, который через несколько месяцев станет лидером Советского Союза, лично подписал смертный приговор Султану Ибраимову. Почему? Что представлял собой Ибраимов такую угрозу, что его нужно было устранить физически, а не просто снять с должности или отправить на пенсию? Джунусов объясняет, Ибраимов был не просто неудобным функционером, он был символом сопротивления, примером для других республиканских лидеров. Если бы ему позволили уйти в отставку с публичным объяснением причин, это могло бы спровоцировать волну протестов в других республиках.
Москва не могла этого допустить. Поэтому было принято решение устранить его тихо, быстро, так, чтобы никто не задавал вопросов. Но кто конкретно выполнил это устранение? Кто ввел яд в организм Ибраимова? Джунусов долго молчит, потом говорит. «Я знаю имя этого человека, но я не могу его назвать, потому что он еще жив, и у него есть семья. Скажу только, что это был человек из ближайшего окружения султана. Человек, которому он доверял безгранично. Человек, который имел постоянный доступ к его еде, питью, лекарствам. Этот человек был завербован КГБ за несколько месяцев до событий. Ему пообещали большие деньги и безопасность. Он согласился. И он выполнил задание. Мы пытаемся убедить Джунусова назвать имя, но он непреклонен. Я рассказал вам все, что мог. Остальное на совести того человека. Пусть он живет с этим грузом до конца своих дней. Это худшее наказание, которое можно придумать. Откровения Марата Джунусова переворачивают все, что мы знали о смерти султана Ибраимова. Они подтверждают то, о чем многие догадывались, но не могли доказать. Это было убийство, санкционированное Москвой, выполненное профессионально, замаскированное под естественную смерть. Но они также поднимают новые вопросы. Если Джунусов знал об этом 40 лет, почему он молчал? Почему не попытался остановить убийство, не предупредил Ибраимова, не поднял тревогу? Он отвечает на этот вопрос с горечью. «Я был винтиком в машине. Я получал приказы и выполнял их. Я не имел права задавать вопросы, не имел права сомневаться. Если бы я попытался вмешаться, меня бы устранили так же, как Ибраимова, и это ничего бы не изменило. Я выбрал жизнь. Я трус. Я живу с этим каждый день». Слезы текут по его лицу, руки дрожат. Это не оправдание, это признание вины. И, возможно, это признание — его способ искупления, его попытка хоть как-то исправить то, что он не смог исправить 40 лет назад. Интервью с Маратом Джунусовым — это не просто свидетельство очевидца. Это исповедь человека, который всю жизнь служил системе, а в конце понял, что эта система была преступной. Это крик души человека, который хочет, чтобы правда была услышана, прежде чем он уйдет из жизни. Это последний шанс для истории узнать то, что было скрыто десятилетиями. Но достаточно ли этого свидетельства, чтобы официально признать смерть Ибраимова убийством? Достаточно ли копий документов, воспоминаний стариков, косвенных улик, чтобы потребовать расследования, эксгумации, справедливости? Или правда о султане Ибраимове так и останется в серой зоне между фактами и предположениями, между памятью и забвением? Готовы ли вы требовать ответов или предпочтете закрыть глаза на неудобную правду? В архивах КГБ Киргизской ССР в папке с грифом «Совершенно секретно. Особая важность» хранится список из 15 имен. Этот список был составлен в июле 1982 года, за месяц до смерти султана Ибраимова, и помечен заголовком «Лица, представляющие угрозу стабильности республики, рекомендовано к изоляции». Первым в этом списке стоит имя султана Ибраимова. Рядом с его именем красная пометка «Приоритет номер 1. Срок до конца августа». Остальные 14 имен — это люди из его ближайшего окружения. Заместители, помощники, советники, друзья. Люди, которые разделяли его взгляды, поддерживали его политику, были готовы идти за ним до конца. Этот список не просто перечень неугодных. Это черный список. Список смертников. Людей, которых система приговорила к уничтожению. Что случилось с этими 14 людьми после смерти Ибраимова? Выжил ли кто-то из них? И если да, то какой ценой? Мы провели расследование и выяснили судьбу каждого человека из того списка. Результаты шокируют. Из 15 человек только 3 дожили до распада Советского Союза. Остальные 12 погибли в период с августа 1982 по декабрь 1989 года при обстоятельствах, которые официально были признаны несчастными случаями, самоубийствами или естественными смертями. Но когда смотришь на детали каждого случая, совпадений становится слишком много, чтобы верить в случайность. Вот только несколько примеров.
Азамат Тактасунов, личный врач Ибраимова, о котором мы уже рассказывали. Инсульт в 1998 году, за неделю до того, как собирался опубликовать книгу о медицинских тайнах султана. Эрнис Молдокулов, начальник контрразведки, пытавшийся предупредить Ибраимова. Сердечная недостаточность в следственном изоляторе КГБ через день после смерти султана. Талгат Сулайманов, архивист, хранивший копию записи телефонного разговора Ибраимова с Москвой. Автомобильная катастрофа в 2005 году, за неделю до встречи с журналистами. Но самая трагическая судьба постигла Бакыта Тактамушева, личного помощника Ибраимова, который знал о тайнике с документами в подземных бункерах. После смерти султана Тактамушев был отстранен от всех должностей, лишён партийного билета, фактически изгнан из политической жизни. Он работал простым бухгалтером в небольшой конторе, жил скромно, тихо, старался не привлекать внимания. Но в 1997 году, когда он попытался рассказать журналистам о документах Ибраимова, его дом сгорел дотла. Официальная версия — короткое замыкание электропроводки. Но соседи утверждали, что видели, как незадолго до пожара к дому подъезжала машина без номеров, из нее вышли двое мужчин, что-то делали возле окон, потом уехали. Через час начался пожар. Тактамушев выжил чудом, его не было дома в тот момент. Но в огне погибли все его документы, все записи, все фотографии, все, что связывало его с Ибраимовым. После этого он замолчал навсегда. Переехал на юг республики и больше никогда не говорил о прошлом. Трое выживших из черного списка — это люди, которые сделали выбор в пользу молчания и покорности. Они отреклись от Ибраимова, публично осудили его националистические ошибки, заявили о своей лояльности Москве. Их оставили в живых, но превратили в тени самих себя. Они получили незначительные должности, жили под постоянным надзором, каждый их шаг контролировался. Один из них, Нурлан Асанов, бывший заместитель Ибраимова по экономике, в интервью 1991 года сказал: «Я предал друга, чтобы спасти свою жизнь. Я живу с этим каждый день. Иногда я думаю, что лучше бы я умер вместе с ним. По крайней мере, я бы сохранил свое достоинство». Эти слова — приговор не только ему самому, но и всей системе, которая заставляла людей выбирать между жизнью и честью, между выживанием и достоинством. Черный список — это не просто документ. Это свидетельство того, как работала машина репрессий в поздний советский период. Это уже не были массовые расстрелы 30-х годов, не лагеря и ссылки. Это была тихая, незаметная, профессиональная зачистка неугодных, один за другим, под видом несчастных случаев, так, чтобы никто не заподозрил системы. Но когда складываешь все эти случайности вместе, картина становится очевидной. Это была спланированная операция по уничтожению всех, кто мог рассказать правду о султане Ибраимове, кто мог предъявить доказательства его невиновности, кто мог поднять вопрос о его реабилитации. Москва не просто убила Ибраимова. Она убила его наследие, его команду, его идеи. Или, по крайней мере, попыталась убить. Но есть вещи, которые невозможно убить. Память — одна из них. Несмотря на все усилия системы стереть имя Ибраимова из истории, несмотря на запреты, замалчивание, искажение фактов, люди помнят его. Старики рассказывают о нем внукам, учителя упоминают его на уроках истории, журналисты пишут статьи, режиссеры снимают документальные фильмы. Его имя живет, и с каждым годом оно становится все более значимым, все более символичным. Султан Ибраимов превратился из политического деятеля в легенду, из человека в символ. Символ сопротивления, символ достоинства, символ того, что можно сказать «нет» даже самой могущественной империи. И этот символ невозможно уничтожить никакими черными списками. Сегодня, когда мы смотрим на тот список 15 имен, мы видим не просто перечень жертв. Мы видим цену, которую заплатили люди за свои убеждения. Мы видим трагедию поколения, которое жило в эпоху, когда честность была смертельно опасна, а молчание — единственным способом выживания. Мы видим систему, которая пожирала своих лучших сыновей и дочерей, потому что боялась их силы, их правды, их примера. Но мы также видим, что эта система проиграла. Она убила людей, но не убила идеи.
Она стерла имена из документов, но не стерла их из памяти. Она думала, что победила, но на самом деле проиграла, потому что правда всегда сильнее лжи, память всегда сильнее забвения, а достоинство всегда сильнее страха. Разве не в этом главный урок истории султана Ибраимова и тех, кто разделил его судьбу? 25 августа каждого года, в день смерти султана Ибраимова, на берегу Иссык-Куля, в том самом месте, где когда-то планировалось строительство военной базы, собираются люди. Их немного, несколько десятков, иногда сотня. Это не официальное мероприятие, не государственная церемония. Это народная память, которая передается из поколения в поколение. Старики, которые помнят Ибраимова лично, приходят сюда, чтобы почтить его память. Молодежь, которая знает о нем только из рассказов и книг, приходит, чтобы прикоснуться к истории. Они приносят цветы, зажигают свечи, стоят в молчании, глядя на воды озера, которое султан защищал ценой своей жизни. Это простой ритуал, без речей, без лозунгов, без политики. Просто люди, которые помнят. Среди них всегда есть один человек, который приходит раньше всех и уходит позже всех. Это пожилой мужчина с огбенной годами, с тростью, с седыми волосами. Он стоит у самой воды, смотрит на горизонт, и губы его шевелятся. Он что-то говорит, но слов не слышно. Местные жители знают его, но никто не знает его имени. Он появился здесь впервые в 1992 году, через 10 лет после смерти Ибраимова. И с тех пор приходит каждый год, в любую погоду, в дождь и снег. Кто он? Один из тех, кто был в черном списке и выжил. Один из тех, кто предал Ибраимова и теперь пытается искупить вину. Или, может быть, тот самый человек, который ввел яд в организм султана и теперь живет с этим грузом? Мы не знаем. Никто не осмеливается подойти к нему и спросить. Он приходит, стоит час, иногда 2, потом уходит. И каждый год его фигура становится все более согбенной, шаги все более медленными. Сколько еще лет он будет приходить сюда? И что он скажет, когда придет его последний раз? Иссык-Куль выжил. Военная база так и не была построена полностью. После распада Советского Союза проект был окончательно закрыт. Территория возвращена местным жителям. Сегодня на том месте, где должны были стоять ангары для торпед и бункеры для подводных лодок, растут деревья. Играют дети, отдыхают туристы. Озеро осталось свободным, чистым, священным. Султан Ибраимов не дожил до этого дня, но его борьба не была напрасной. Он не смог остановить проект при жизни, но его смерть стала символом, который вдохновил других продолжить борьбу. Его пример показал, что можно противостоять империи, что можно защищать свою землю, свою культуру, свой народ, даже если это стоит жизни. И этот пример сработал. Иссык-Куль спасен, и в этом есть доля заслуги султана Ибраимова. Но какой ценой? Сколько жизней было принесено в жертву ради этой победы? Сам Ибраимов, 12 человек из черного списка, десятки других, чьи имена мы не знаем, кто пытался помочь, кто знал правду, кто не смог молчать. Все они заплатили высшую цену. И вопрос, который мучает нас сегодня, была ли эта цена оправданной? Стоило ли жертвовать жизнями ради озера, ради символа, ради принципа? Или можно было найти другой путь, компромисс, решение, которое спасло бы и озеро, и людей? Мы никогда не узнаем ответа на этот вопрос, потому что история не знает сослагательного наклонения. Мы можем только констатировать факты. Ибраимов выбрал борьбу. Он заплатил за этот выбор жизнью, и его борьба не была напрасной. Остальное — вопрос личной оценки, личной морали, личного выбора каждого из нас. Сегодня, спустя более 40 лет после тех событий, мы все еще не знаем всей правды о последних днях султана Ибраимова. Слишком многое скрыто, слишком многие документы уничтожены, слишком многие свидетели молчат или мертвы. Но то, что мы узнали в ходе этого расследования, позволяет нам с уверенностью сказать: султан Ибраимов не умер от сердечного приступа. Он был убит по приказу из Москвы.
профессионально, хладнокровно. Как устраняют политических противников, которые представляют угрозу для системы. Это было убийство, замаскированное под естественную смерть. И оно осталось безнаказанным. Те, кто отдал приказ, те, кто его выполнил, те, кто покрывал преступления, все они избежали ответственности. Некоторые из них дожили до глубокой старости, умерли в своих постелях, окружённые почётом и уважением. Справедливо ли это? Конечно, нет. Но такова реальность истории. Победители пишут её, а жертвы остаются в тени. Но есть одна вещь, которую победители не могут контролировать. Это память. Память народа, память семьи, память друзей. Султан Ибраимов жив в этой памяти. Он жив в рассказах стариков, в книгах историков, в фильмах режиссеров, в песнях поэтов. Он жив в сердцах тех, кто приходит к Иссык-Кулю каждое 25 августа, чтобы почтить его память. Он жив в каждом, кто отказывается склонить голову перед несправедливостью, кто готов защищать свои убеждения, кто верит, что правда сильнее лжи. И пока есть хотя бы один человек, который помнит его, который рассказывает его историю, который не дает забыть о том, что он сделал и за что погиб, Султан Ибраимов не умер. Он бессмертен. Не в физическом смысле, а в том смысле, который действительно важен в смысле идей, принципов, примера, который он оставил после себя. История Султана Ибраимова — это не просто история одного человека. Это история о выборе, который стоит перед каждым из нас. Подчиниться или сопротивляться, молчать или говорить, жить на коленях или умереть стоя. Ибраимов сделал свой выбор, и этот выбор стоил ему жизни. Но он также дал ему бессмертие. Потому что люди забывают тех, кто подчинялся, кто молчал, кто жил на коленях. Но они помнят тех, кто сопротивлялся, кто говорил, кто умер стоя. Султан Ибраимов принадлежит ко второй категории, и в этом его величие, его победа над теми, кто пытался его уничтожить. Они убили его тело, но не смогли убить его дух. Они стерли его имя из официальных документов, но не смогли стереть его из памяти народа. Они думали, что победили, но на самом деле проиграли. Потому что правда всегда побеждает в конце концов, какой бы долгой ни была дорога к этой победе. Что случилось с теми, кто предал Ибраимова? Апас Джумагулов, второй секретарь ЦК, который, возможно, был агентом Алатау, стал первым секретарем после смерти султана. Он правил республикой 3 года, получил множество наград, жил в роскоши. Но в 1985 году его сняли с должности по обвинению в коррупции. Ирония судьбы, учитывая, что он сам обвинял других в нелояльности. Он умер в 1993 году, забытый и презираемый. Его имя сегодня произносится отвращением, его считают предателем, и никто не приходит на его могилу. Болот Касымов, министр внутренних дел, который писал доносы на Ибраимова, дослужился до генерал-полковника в Москве, жил в роскошной квартире, получал высокую пенсию. Он умер в 2003 году, окружённый почётом. Но его дети и внуки, узнав правду о его прошлом, отреклись от него, отказались носить его фамилию. Справедливость настигла его не при жизни, а после смерти, в виде презрения собственной семьи. А что случилось с Киргизией? Республика пережила распад Советского Союза, обрела независимость, прошла через революции и потрясения. Сегодня это свободная страна, где люди могут говорить то, что думают, где память о султане Ибраимове не запрещена, а наоборот почитается. Его именем названы улицы, школы, библиотеки. Ему поставлены памятники в Бишкеке и на берегу Иссык-Куля. Его портрет висит в музеях и учебных заведениях. Он стал национальным героем, символом борьбы за независимость, за достоинство, за право народа самому решать свою судьбу. Это не та слава, которую он искал при жизни. Он был скромным человеком, не любил пафоса и помпезности. Но это та слава, которую он заслужил своей жизнью и своей смертью. Остается один вопрос, на который нет однозначного ответа. Мог ли султан Ибраимов избежать своей судьбы? Мог ли он подчиниться Москве, подписать документы о военной базе, сохранить свою жизнь и должность? Технически да, мог. Но тогда он не был бы султаном Ибраимовым. Он был бы просто еще одним партийным функционером,
который выполнял приказы, не задавая вопросов. Он был бы забыт через год после смерти, как забыты тысячи других советских чиновников. Но он выбрал другой путь — путь сопротивления, путь достоинства. Путь, который привел его к гибели, но также к бессмертию. И в этом выборе вся суть его личности, вся суть его наследия. Он показал, что есть вещи важнее жизни, важнее карьеры, важнее личного благополучия. Он показал, что человек может оставаться человеком даже перед лицом абсолютной власти, даже зная, что это стоит ему жизни. И этот урок актуален сегодня так же, как и 40 лет назад. Уважаемые зрители, если вы досмотрели эту трагическую историю до конца, напишите в комментариях, из какого вы города. Нам важно знать, где султана Ибраимова до сих пор помнят. И подпишитесь на канал, чтобы не пропустить правду об идолах истории.